Мы продолжаем выпуск новостями валютного рынка. Курс доллара, установленный Центробанком, составил 60,94 за доллар и за евро 67,81. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгодный курс и покупки американской и европейской купюр в Восточном банке 61,21 и 68,10. Продажа доллара и евро выгоднее всего в Азиатско-Тихоокеанском банке 61,58 и 68,55. Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения разработать и представить до 1 апреля возможные меры по развитию паллиативной медицинской помощи. В тексте документа говорится обратить особое внимание на организацию и взаимодействие главных внештатных специалистов по паллиативной помощи Минздрава с субъектами страны, а также по совершенствованию механизмов взаимодействия медицинских организаций с родственниками или законными представителями паллиативных больных. Владимир Путин также дал поручение правительству совместно с региональными органами исполнительной власти представить предложение о возможности расширения с учетом региональных особенностей перечня направления расходования бюджетных ассигнований, выделяемых на софинансирование госпрограмм субъектов страны. И к новостям нашего региона. Филиал медицинского центра «Белая роза Саха» в Нерюнгри открылся в августе прошлого года, но диагностировать онкологические заболевания у женщин начал с сегодняшнего дня. В чем была причина задержки начала работы центра, знает Екатерина Павлова. Она на прямой связи со студией. Катя, здравствуй, тебе слово. Да, Юлия, здравствуй. Такой медицинский центр делает серьезный вклад в решение задачи раннего диагностирования болезненного образования у женщин, так как Нерюнгринский район также относится к числу приоритетных по развитию здравоохранения с программой финансирования более чем 1 миллиард рублей. В рамках благотворительного проекта район предоставляет помещение для центра, а уже сама некоммерческая организация поставляет оборудование, соответствующее последнему слову техники. Официальное открытие центра прошло в конце августа в городе Нерюнгри, но открывает свои двери центр только сегодня. Со вчерашнего дня началась его работа. В чем была причина задержки, мы узнали у директора медицинской организации «Белая роза Саха» Елены Михайловой. Здравствуйте, Елена. Скажите, пожалуйста, с чем была связана задержка в открытии? Добрый день. Ну, во-первых, я хочу принести извинения всем жительницам города Нерюнгри и Нерюнгринского района за столь долгое ожидание. И мы, наконец, вчера открыли свои двери для первых своих пациенток. И 23 женщины прошли полностью комплексное обследование на раннюю диагностику онкозаболеваний репродуктивной сферы женщин. Такое долгое ожидание было по независящим от нас обстоятельствам, потому что процесс лицензирования медицинского центра проходит очень долго. На медицинскую деятельность, в том числе на рентген-кабинет, процесс длительный. Специалистов у нас не очень много, экспертов по рентгенологии. Поэтому так получилось, что мы 13 января наконец приняли своих первых пациенток. Хорошо. А скажите, пожалуйста, какой сегодня, значит, перечень услуг, какие услуги могут получить женщины, как записаться к врачам? Но первоначально, конечно, записаться у нас можно только через колл-центр. Я сейчас продиктую даже номер нашего колл-центра 8 924 766 88 55. Только через этот номер вы можете записаться к нам на обследование. При прохождении обследования нужно иметь при себе 3 документа. Это паспорт, обязательный полис медицинского страхования и СНИЛС. Вот все 3 документа, которые необходимы для обследования. А еще раз продиктуйте, пожалуйста, номер и скажите, каким специалистам можно именно попасть. 8 924 766 88 55. Специалисты у нас это прохождение маммографии, УЗИ молочных желез, УЗИ малого таза, консультация врача-гинеколога, консультация врача-онколога-маммолога. Спасибо большое, Елена Михайловна. Новый центр открыл свои двери. А как мы знаем, здоровая женщина – это успех счастливого будущего. Юлия. Спасибо, Катя. Я надеюсь, местные жительницы воспользуются этими услугами.
Число добросовестных потребителей электроэнергии выросло в Нерюнгринском районе в 2019 году. По данным Нерюнгринской ГРЭС, они составляют более 70% от числа всех абонентов. По итогам прошедшего года самыми дисциплинированными потребителями тепла признаны 12 компаний, в числе которых аэропорты Севера, горно-обогатительный комплекс Денисовский, артель старателей Новая, Якут Углестрой и другие. Отмечается, что Нерюнгринская ГРЭС направляет полученные от потребителей средства на выполнение ремонтных работ, обеспечивающих стабильную работу энергосистемы региона. Якутия присоединится в 2020 году к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства, реализуемого Министерством строительства и ЖКХ России. Подробнее расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, какие особенности у этого проекта и как будут помогать строить? Юлия, приветствую. Главная особенность этого проекта, что ожидается, что в сфере индивидуального жилищного строительства появятся застройщики, которые будут использовать эскроу-счета. Это нужно для того, чтобы люди, которые выбрали вариант жилья в индивидуальном жилом доме, могли получить ипотеку на тех же условиях, что и жильцы, покупающие квартиры в новостройках многоквартирных домов. Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Якутия и ряд других регионов присоединится в этом году к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства. Как отмечают в Министерстве строительства и ЖКХ, сейчас большинство частных домов люди строят своими руками или с привлечением частных бригад. В этой сфере должны появиться застройщики, которые, как и для многоквартирных домов, будут открывать эскроу-счета. Это нужно для того, чтобы люди, которые принимают решение жить в индивидуальном доме, могли получить ипотеку по такой же ставке, как и люди, которые покупают квартиру в ипотеку в многоквартирном многоэтажном доме. Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта «Жилье и городская среда». Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения на 1,5%. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Что касается работников бюджетного сектора экономики, то оплата их труда также продолжит расти, отметил он. Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель, значит растет и зарплата этих категорий бюджетников, уточнил министр. Бюджетники вне указов, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, тоже получат прибавку. С 1 октября этого года фонд оплаты труда по ним будет проиндексирован на 3%. В 2021 и 2022 годах также с 1 октября на 4% ежегодно, добавил министр. Федеральная антимонопольная служба России не получала жалоб на удорожание тарифов сотовыми операторами, но внимательно изучит их обоснованность повышения. Жалоб в Федеральную антимонопольную службу России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен, уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что сотовый оператор «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, Вимпелком, торговая марка «Билайн», с 16-го. Соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря прошлого года. С 1 января лимит переплаты по потребительским кредитам и займам сроком до года снизился с 2 до 1,5 размеров выданного займа. Таким образом, если сумма долга составляет 10 тысяч рублей, то отдаст заемщик не более 25 тысяч, где 10 тысяч рублей сам долг, а 15 тысяч – это проценты, комиссии, неустойки и штрафы. Ограничение распространяется только на новые договоры. В то же время продолжает действовать введенное 1 июля прошлого года предельное значение полной стоимости кредита и ограничение ежедневной процентной ставки до 1% в день. С 1 января потребители могут обратиться к финансовому уполномоченному для урегулирования споров имущественного характера с микрофинансовыми организациями. К примеру, при необходимости взыскать с микрофинансовой организации излишне уплаченные проценты за пользование займом. Размер требований в рамках одного обращения не может превышать 500 тысяч рублей. Кроме того, до обращения к омбудсмену потребитель должен попытаться самостоятельно решить спор с компанией. Если человек с ответом не согласен или его не получил, он направляет
предъявляется денежное требование омбудсмену. Финансовый уполномоченный рассматривает обращение в течение 15 дней или не более 25 дней, если требуется техническая экспертиза. Для потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно в электронной форме. Решение омбудсмена имеет силу судебного постановления. В декабре прошлого года группа «Алроса» реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 363 миллиона 800 тысяч долларов. Всего за прошлый год продажи алмазо-бриллиантовой продукции «Алроса» в стоимостном выражении составили 3 миллиарда 338 миллионов долларов. При этом общая стоимость реализованного за прошлый год алмазного сырья составила 3 миллиарда 273 миллиона, бриллиантов 64,7 миллиона долларов. Отмечается устойчивый спрос на ювелирные украшения со стороны потребителей. Предварительные результаты продаж ювелирных изделий в период рождественских праздников свидетельствуют о росте спроса относительно прошлого года в отдельных регионах. Это показывает, что приобретение украшений с бриллиантами остается одним из основных способов выражения особых чувств, заявили в компании. Тем временем жители России, чей доход не превышает 2 минимальных размеров оплаты труда, захотели освободить от налога на доходы физических лиц. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы. В документе говорится, что освобождение от уплаты налога будет эффективной мерой поддержки малоимущих граждан. По мнению депутатов, это увеличит покупательскую способность населения, что в свою очередь поспособствует экономическому росту. С 1 января этого года минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей в месяц. До этого его поднимали в 2018 году, тогда же показатель приравняли к величине прожиточного минимума. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юлия, о свежих и актуальных событиях в мире экономики я расскажу в следующем выпуске. Спасибо, Иван. А мы переходим к мировым новостям. Офис президента Украины опубликовал видео, на котором зафиксирована работа специалистов из различных ведомств страны на месте крушения самолета в Иране. Он был сбит ракетой корпуса стражи Исламской революции 8 января. Спустя 3 дня Тегеран признал свою ответственность за трагедию, рассказывает Сергей Берец. Украинские эксперты прибыли на место крушения самолета Boeing 737-800 на следующий день. В их числе специалисты по авиационным происшествиям, представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям, СБУ, Министерства обороны и других ведомств. Эти видеокадры, на которых запечатлена работа украинцев на месте гибели лайнера 10 и 11 января, обнародовала пресс-служба президента Владимира Зеленского. Машина украинской авиакомпании МАУ была сбита иранскими зенитчиками рано утром 8 января, вскоре после вылета в Киев из аэропорта имени имама Хамейни в Тегеране. 11 января командование корпуса стражей Исламской революции и высшее руководство Ирана признали свою ответственность за трагедию, хотя ранее говорили, что она произошла по техническим причинам. Расчет зенитно-ракетного комплекса атаковал самолет по ошибке, заявили иранские военные. Более полную картину чрезвычайного летного происшествия, жертвами которого стали 176 человек, позволит получить расшифровка данных с бортовых самописцев. Они обнаружены, но не переданы украинской стороне, и пока неизвестно, когда это произойдет. На борту самолета находились граждане 7 стран. Большинство погибших, 82 человека, иранцы. Российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта в Ливии прошли в Москве перед встречей высокопоставленных представителей Триполи и Тобрука. В столицу России прибыли глава признанного ООН правительства национального согласия Фаиз Сарадж и фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий ливийской национальной армией. Подробности далее. Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу состоялась в Москве до начала переговоров между противоборствующими сторонами ливийского конфликта. К высшим дипломатам двух стран присоединились министры обороны, генералы Хулуси Акар и Сергей Шойгу. Москва и Анкара выступили инициаторами прекращения огня в Ливии, где войска национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара вели наступление на Триполи. Там заседает правительство национального согласия, признанное международным сообществом. Премьер-министр ПНС Фаиз Сарадж побеседовал с Чавушоглу в преддверии переговоров.
Внешнеполитическое ведомство России подтвердило, что фельдмаршал Хафтар, возглавляющий вооруженные силы Палаты представителей Ливии с центром в Тобруке, также прибыл в Москву. 2 центра власти образовались в североафриканской стране после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи в апреле прошлого года под лозунгами борьбы с терроризмом. Турция поддерживает правительство Сараджа. По мнению аналитиков, Элена Хафтара пользуется расположением России. В Минске летучим мышам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, помогают перезимовать в безопасности. Энтузиасты из Национальной академии наук Белоруссии воспользовались опытом коллег из России и Западной Европы и создали проект по защите рукокрылых. Обычный бытовой холодильник стал самым подходящим местом для размещения животных. Летучим мышам, которые живут в Белоруссии из-за отсутствия природных подземелий, приходится зимовать бок о бок с человеком. В конечном итоге животные оказываются на улице, что приводит их к неминуемой гибели. Рукокрылых приносят неравнодушные граждане, которые слышали об инициативе белорусских ученых. Крылатых постояльцев в специальных мешочках из дышащего материала помещают внутрь камеры холодильника. Их периодически взвешивают и обследуют, чтобы понять их состояние в условиях необычной зимовки. В соответствии с предыдущим опытом планируется, что летучих мышей выпустят на свободу в конце марта, начале апреля. Занимаемся тем, что мы принимаем этих животных, мы обследуем их, взвешиваем, измеряем, в случае необходимости докармливаем и отправляем спать. Идеальные условия для зимовки летучих мышей предоставляет обычная камера бытового холодильника, где, как мы все знаем, температура около плюс 5 градусов. Поэтому животные чувствуют себя просто замечательно и очень неплохо переносят зиму. Протест на высоте 40-й день забастовки во Франции ознаменовался восхождением по стене 187-метрового небоскреба нефтегазовой корпорации Total в Париже, известного скалолаза-экстремала Алена Робера. Французский Человек-паук таким способом выразил поддержку выступающим против планов пенсионной реформы, рассказывает Анастасия Дмитриева. Ален Робер, альпинист, получивший прозвище «Французский Человек-паук», в понедельник увеличил счет личных достижений, забравшись на 48-этажный небоскреб в Париже. Так он продемонстрировал поддержку соотечественникам, которые бастуют против планов пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. 57-летний Робер поднялся на вершину 187-метровой башни нефтегазовой корпорации «Тоталь», расположенной в деловом районе французской столицы Ля-де-Фанс. Если закон будет принят, мне придется карабкаться в одиночку до 64 лет. Я зарабатываю на жизнь за счет спонсоров, но они платят мне только если я поднимаюсь. Поэтому в тот день, когда я закончу восхождение, больше ничего не получу. Я не перестаю об этом думать и глубоко обеспокоен. Ранее альпинист-экстремал покорил более 100 сооружений, включая мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско и башню Бурдж-аль-Халифа в Дубае. Понедельник стал 40-м днем забастовок во Франции. Профсоюзы выступают против стремлений Макрона оптимизировать пенсионную систему и предотвратить надвигающийся дефицит фонда в 17 миллиардов евро. Адвокаты в Лионе и Париже провели демонстрации в судах. Работники парижского метро и железных дорог проголосовали за то, чтобы продолжить протестовать до пятницы. Несколько линий подземки закрыты для пассажиров. Забастовки продолжаются, несмотря на уступки властей. В субботу правительство заявило, что готово отозвать предложение о повышении пенсионного возраста для получения полного пособия до 64 лет. Премьер-министр Эдуард Филипп намерен представить проект о реформе 24 января, чтобы его можно было обсудить в парламенте, начиная с середины февраля, и успеть принять закон до летних каникул. Возвращаемся к событиям региональным. Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках. Серии 3Н с оборотной стороной, как и бланки серии 3К. Ранее будут предусматривать заключение договоров добровольного страхования при наличии нормативного акта Банка России, определяющего минимальные требования к указанным договорам. Для полисов ОСАГО с оборотной стороной, не предусматривающие заключение договоров добровольного страхования, будут применяться бланки страховых полисов ОСАГО серии 3Р.
отмечается в сообщении. Старые бланки могут использоваться до 1 апреля 2020 года, а договоры, заключенные на этих бланках, будут действовать до истечения их срока. Между тем, стоимость ОСАГО может вырасти на 30%. Депутаты Госдумы предложили дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы. Вызвавшие споры, территориальный коэффициент уже не будет отменен, как планировалось ранее. Необходимость следящих за водителями телематических устройств также исключена из нового документа. Пока сохраняется коэффициент за мощность двигателя, но для его отмены придется снова раскошелиться водителям. По данным Российского союза страховщиков, тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%. Эксперты считают, что ситуация на рынке ОСАГО требует проверок правоохранительных органов. До этого ни о какой реформе не может быть и речи. В этом году вступают новые правила сдачи экзаменов по вождению. Так теперь будущим водителям не придется сдавать площадку. Также они не будут знать заранее свой маршрут, как это сейчас происходит. Изменения коснутся и сдачи теоретического экзамена. Дмитрий Тымыров готов рассказать. Здравствуйте, коллеги! Теперь, чтобы получить водительские права, не нужно будет сдавать практические экзамены на площадке. С этого года он будет отменен. Элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением, но это коснется не всех. Основные изменения исключают прием экзамена на закрытой площадке для категорий Б, С и Д. Такие испытания, как заезд в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве, будут проводиться на закрытых территориях, а проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, движение с максимальной разрешенной скоростью уже в городе. Изменится и маршруты экзамена. Они будут заранее известны кандидатам в водители, как сейчас. Маршруты будут включать в себя перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен. Экзаменатор будет сам выбирать направление движения. Смещение акцента проверки имеющихся у кандидата водителей навыков управления транспортным средством при проведении практического экзамена с территории закрытых площадок в условиях дорожного движения, исключение обязательности проведения практического экзамена на заранее определенных экзаменационных маршрутах позволяет определять степень подготовленности кандидата в водители к управлению транспортным средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки, отметила в свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк. Также планируется уйти от штрафной балльной системы при сдаче практического экзамена на права. Сейчас существует 5 штрафных баллов. Если кандидат водитель их наберет, то экзамен будет не сдан. У будущих водителей появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию. Глава ГИБДД России Михаил Черников пояснил, что механизм аннулирования результатов экзаменов позволит отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена. Изменения коснутся также и теоретического экзамена. Так планируется расширить теоретические задачи в основном за счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения. Будут добавлены вопросы по основам психологии, отдельный блок затронет вопросы по медицине. Изменится и процедура оценки теоретического экзамена и время его продолжительности. Нововведения в теоретической части экзамена пока находятся в проработке. Они будут закреплены в административном регламенте, который готовит ГИБДД России. Все эти нововведения, согласно постановлению правительства, вступит в силу с 1 октября этого года. На этом у меня все. Спасибо, Дима. А мы переходим к другим темам. 23-летняя женщина в Ленском районе подозревается в оставлении своих малолетних детей в опасности. Во время очередного обхода инспектор ПДН не застал семью дома, а позже выяснилось, что младший ребенок находится в больнице. Причем попал он туда не из дома, а от знакомых, у которых недобросовестная мать оставила детей. Подробности у Александра Хавренко. Александр, здравствуй. Известны ли еще какие-нибудь факты по этому Здравствуй, делу? Юля. Да, полицейские выявили еще как минимум один факт, когда женщина уходила из дома на всю ночь, оставляя детей без присмотра. При этом она даже не закрывала входную дверь, подвергая детей опасности. Это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Инспектором подразделения по делам несовершеннолетних в Ленском районе выявлен факт оставления опасности двоих малолетних детей. В поле зрения инспектора ПДН попала 23-летняя женщина, неложным образом исполняющая родительские обязанности. Во время обхода инспектор не застал семью по месту жительства. В этот же день она выяснила, что полуторагодовалый мальчик находится в больнице. Женщина привезла сына к знакомой и сказала, что отлучится ненадолго, и ушла.
При этом ребенок был сильно простужен. Сам мальчик и одежда на нем были грязными. Мама так и не явилась за сыном. Знакомая не раз пыталась до нее дозвониться, но телефон матери был отключен. Тогда знакомая вызвала врача, и ребенка экстренно госпитализировали. По данному факту инспектор ПДН инициировал проверку. В ходе административной проверки полицейскими установлены и другие факты, которые стали достаточными для основания возбуждения уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Несколько недель назад малолетние дети были оставлены без какого-либо присмотра на всю ночь. Уходя из дома, женщина оставила входную дверь незапертой. Дети в любой момент могли выйти на улицу в декабрьские морозы. Также установлено, что в это время, во время нахождения малолетних без присмотра, в квартиру имели доступ посторонние лица. У одного из них выявлено видео, снятое в ту ночь. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции. Органами опеки и попечительства девочка передана своему отцу. Судьбу младшего ребенка решит суд. Прокуратура Анабарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина сел за руль автомобиля в пьяном виде и совершил наезд на ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Подсудимый признал свою вину и добровольно выплатил причиненный ребенку моральный и физический вред. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права управления транспортным средством на 3 года. 13 января около 2 часов ночи на перекрестке улицы Дзержинского и Некрасова водитель 32 лет, управляя автомашиной Toyota Corona на регулируемом перекрестке, не выдержал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем Toyota Allion под управлением водителя 22 лет. Далее автомобиль Toyota Allion совершил столкновение с автомашиной Toyota Crown под управлением водителя 34 лет. В результате ДТП 2 пассажира из автомашины Toyota Allion получили различные ушибы и травмы. Назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка. В исправительной колонии номер 3 пресечена попытка переброса запрещенных предметов и наркотических веществ. На территории прилегающей к колонии сотрудниками был задержан гражданин Г, который пытался осуществить переброс запрещенных предметов и веществ, предназначенных для осужденных. Это 2 газовые зажигалки и пакет, обмотанный липкой лентой, внутри которого находились свертки с веществами белого и темного цвета. Экспертиза показала, что в свертках наркотическое вещество общим весом чуть более 23 граммов. Кроме того, выяснилось, что ранее гражданин Г отбывал уголовное наказание в данном исправительном учреждении. Материалы по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В дежурную часть полиции по Алданскому району с заявлением обратилась 49-летняя жительница города Алдан. Женщина сообщила, что из ее квартиры были похищены ювелирные изделия общей стоимостью около 110 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к хищению сожителя заявительницы, ранее судимого за аналогичное преступление 49-летнего мужчины. Подозреваемый пояснил, что знал о том, что у потерпевшей в квартире имеются ювелирные изделия. Во время новогодних каникул женщина уехала к родственникам в другой район. В отсутствие хозяйки мужчина ушел в запой, и для приобретения очередной порции алкоголя он похитил золотую цепочку и кулон. Мужчина сбыл похищенное, а на вырученные деньги приобрел алкоголь и продолжил распитие. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Юлия, на этом у меня все. Александр, спасибо. 11-классники и выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля включительно. ЕГЭ традиционно пройдет в 3 этапа: досрочный с марта по апрель, основной с мая по июнь и дополнительный в сентябре. В заявлении нужно перечислить предметы, которые участник хочет сдавать. Число предметов не ограничено. Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными для выпускников текущего года. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Прием электронных заявлений в 1 класс стартует в январе в Якутске, 2-й этап 1 февраля. Прием заявлений начнется 25 января в 9:00 по якутскому времени в 20 общеобразовательных организациях. В остальные столичные школы документы можно подать в феврале. В Министерстве образования отметили, что до 1 июля прием в 1-е классы осуществляется строго по регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной территории. С 1 июля общеобразовательные организации принимают детей в 1-е классы с любой территории на свободные места.
Уже несколько лет приятным сюрпризом для жителей и гостей столицы республики становится ледовый городок. Сейчас идет его строительство, и на месте находится наш корреспондент Сергей Михедов. Сергей, приветствую, ждем подробностей. Юля, приветствую. Мы находимся сейчас на 202-м микрорайоне, на том месте, где летом располагается городской пляж. Уже несколько лет подряд зимой вырастает настоящий ледовый городок. И сейчас здесь идет его активная фаза строительства. Работают в основном якутские мастера. И вот что нам рассказали о тематике парка в этом году. Давайте послушаем. Тематика у нас в этом году прошла по теме «Сказки народов мира», и конкурс тоже проходил по этой теме. Приняли участие 25 команд. Конкурс был международный, приняли участие участники со стран Канада, Китай, Монголия, городов России. И получается, в этом году ледовый парк мы постарались сделать еще больше, еще краше. Горки у нас в этом году будут еще длиннее и еще больше. Ну и касаемо сроков строительства, обычно парк открывают в феврале, ближе к 14 числу, ко Дню всех влюбленных. В этом году работают с опережением графиков, то есть планируют открыть парк пораньше, и все будет зависеть от погоды. Ну и касаемо темы горок, сейчас вы можете наблюдать, здесь строительство горки, тоже идет активная фаза, обещают самую длинную горку в Якутии, около 150 метров длиной. Ну и действительно, прямо на глазах вырастают настоящие сказочные замки, сказочные персонажи. Здесь вот по левую сторону от меня уже готовая конструкция. Она же включает в себя спиралевидные горки. Всего горок будет около 10. Они будут разных размеров по возрасту, и от самых маленьких, и для взрослых. Для всех гостей здесь будут предложены различные услуги, такие как аренда тюбинга. Здесь же будут предлагать различные приспособления для катания. Будут работать, будут катать на квадроциклах, на снегоходах. В общем, построят различные карусели, будут работать кафе. То есть режим работы парка будет с 11 утра до 11 вечера. Цена билетов, как обещают организаторы, не изменится. То есть останется так же, как и в прошлом году. Будем все с нетерпением ждать открытия парка. Подробнее расскажем о нем, когда он уже откроется. Юль, тебе слово. Спасибо, Сергей. Да, действительно, с нетерпением ждем открытия. Напомню, это был мой коллега Сергей Михедов. Переходим к новостям спорта. Впервые за 15 лет 3 представителя России попали в число 20 лучших игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, скажи, кто эти 3 теннисиста? Юлия, здравствуй. В число 20 лучших теннисистов попали Даниил Медведев, идущий на 4-й позиции, а также Карен Хачанов и Данил Рублев, занимающие 16-ю и 18-ю позиции соответственно. Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Три россиянина вошли в число 20 лучших игроков обновленного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Даниил Медведев и Карен Хачанов, дошедшие до полуфинала турнира ATP Cup в составе сборной России, улучшили свои позиции на одну строчку. Так Медведев поднялся с 5-го на 4-е место, Хачанов с 17-го на 16-е. Еще один россиянин на победителя турнира ATP в Дохе Данил Рублев переместился с 23-й на 18-ю строчку. Отмечу, что в последний раз 3 российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP в 2005 году. В тройку лидеров изменений не произошло. Первую строку занимает испанец Рафаэль Надаль, вторым идет серб Новак Джокович, а на 3-м месте швейцарец Роджер Федерер. Россиянка Ксения Синицына завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне. Синицына в сумме 2 программ набрала 200,3 балла. Победу праздновала представительница Южной Кореи Ю Йон, у которой 214 баллов ровно. 3-е место заняла еще одна россиянка Анна Фролова, набравшая 187,72 балла. Российские спортсмены продолжают лидировать в медальном зачете соревнований, завоевав 11 медалей. Из них 4 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. На 2-м месте идут швейцарцы, у которых 10 медалей. На 3-м месте японцы. На их счету 5 наград. Итоги юношеских Олимпийских игр будут подведены 22 января.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» Евгений Малкин вышел на 3-е место в списке лучших ассистентов в истории команды. В последней игре регулярного чемпионата, в которой Питтсбург обыграл Аризону, Малкин отметился 2 результативными передачами. Теперь на его счету 642 ассиста. По этому показателю россиянин обошел Яромира Ягра, у которого 640 передач. На втором месте списка лучших ассистентов Питтсбурга идет нынешний капитан клуба Сидни Кросби. У него 782 ассиста. Лидером является Марио Лемье, у которого 1046 голевых передач. Всего в текущем сезоне Малкин забросил 13 шайб и сделал 31 результативную передачу. Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Исландии во втором матче групповой стадии чемпионата Европы. Встреча прошла в шведском Мальмё и завершилась со счетом 23-34. Самыми результативными игроками в сборной Исландии стали Бьяри-Мар Алисон, Александр Петерсон и Бьорн Гудьонсон, забросившие по 6 мячей. В составе россиян самым точным был Глеб Калараш, на счету которого также 6 голов. Для команды России это поражение стало вторым на этом турнире. Ранее она уступила венграм со счетом 25-26. Россияне идут последними в группе и уже не имеют шанса на выход в основной этап чемпионата, который является отборочным на Олимпийские игры в Токио. В следующей игре турнира 15 января сборная России встретится с командой Дании. Российские волейболисты узнали своих соперников по групповой стадии олимпийского турнира в Токио. По итогам жеребьевки мужская сборная попала в группу «Б», где ей конкуренцию составят представители Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. Напомню, россияне завоевали право на участие в Олимпийских играх по итогам квалификационного турнира, в котором одержали 3 победы в 3 встречах. Ну а женская сборная России также выступит в группе «Б», где сыграет с соперницами из США, Китая, Италии, Аргентины и Турции. Квалификационные соревнования российские спортсмены прошли также, победив во всех 3 встречах. Олимпийский турнир по волейболу пройдет с 25 июля по 9 августа. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» готовится начать второй круг чемпионата России среди команд высшей лиги. На зимний перерыв подопечные Олега Михайловича Марченко ушли, располагаясь на 8-й позиции турнирной таблицы, набрав 20 очков в 13 матчах. На счету команды 6 побед и 2 ничьих при 5 поражениях. В данный момент команда находится в Московской области, где проходят тренировочные сборы. В первой игре второго круга высшей лиги России «Заря» сыграет с дублирующим составом столичного клуба КПРФ, который занимает 2-ю строчку таблицы. Встреча состоится 22 января. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжим следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Юлия, тебе слово. Спасибо, Власий. Совсем скоро мы узнаем имя новой мисс Республики Саха-Якутия. Ежегодно этот конкурс набирает обороты. В этом году он будет весьма грандиозным. Как раз сейчас у девочек проходит репетиция. На ней находится наш корреспондент Анастасия Кобызева. Настя, приветствую. К какому этапу готовятся девушки? Что необычного будет в этом году? Юля, я тебя приветствую, но перед тем, как ответить на все твои вопросы, я сразу хочу сказать, что я уверена, что все мужчины, телезрители нашего телеканала сейчас просто застынут у экранов телевизора, потому что, такую красоту можно увидеть только на конкурсе «Мисс Республика Саха-Якутия». Перед тем, как мы сюда приехали, когда мы начали снимать репетицию, я просто затерялась в этих стройных рядах с длиннющими ногами. Честное слово, оператор еле-еле меня здесь нашел. Ну что ж, в этом году рекордное количество за всю историю этого конкурса участниц. 27 девушек, 27 красавиц со всех уголков нашей необъятной республики. В этом году очень много, скажем так, фишек. Например, раньше девушки никогда вместе не жили. Совсем недавно девушки заселились в одну из гостиниц нашего города. Они не только вместе тренируются, они вместе живут. И, как признаются сами девушки, живут они весьма и весьма дружно. Ну, конечно же, все хотят знать, какие этапы будут в финале конкурса. Их будет 5. Мы насчитали, что их будет ровно 5. Первый выход – это представление себя. Девушки предстанут во всей красе перед жюри и гостями этого шоу. Как раз таки девушки сейчас репетируют именно этот этап. Тайн всех раскрывать не буду, скажу только одно, что он будет под очень красивую этническую музыку. Вы сейчас можете ее слышать. Второй выход — это, конечно же, визитка, затем выход в традиционных национальных костюмах, затем выход в купальниках, ну и, конечно же, самый красивый, самый завораживающий выход в вечерних
платьях. Также я хочу кратко сказать о том, что получит победительница этого конкурса. Она станет обладательницей квартиры. Впервые будет такой весомый, скажем так, приз. Помимо этого, она станет обладательницей короны. В этом году она также будет новая. Ее презентация пройдет 18 января. Все уверены, что это будет настоящее произведение искусства. Ну и, конечно же, победительница, главная красавица нашей республики, получит возможность представить нашу республику на конкурсе «Мисс Россия 2020». Ну, очень много я говорю, я уверена, что жители, телезрители нашего телеканала хотят видеть и услышать наших красавиц. Я такую возможность сейчас предоставлю. Мы пообщались с ними перед репетицией, и давайте послушаем, что они нам рассказали. Тяжело, но все девочки стараются, все активные, все принимают участие, все молодцы, чтобы достойно выступить 24-го. Вот скажи, пожалуйста, ты учишься? Не мешает ли это твоей учебе? Нет, учебу я закончила и как бы полностью погрузилась в работу. Вот скажи, пожалуйста, ты, наверное, настроена только на победу. Чем будешь поражать членов жюри? Я настроена, конечно, только на победу. Я постараюсь, я выложусь максимум. И буду поражать своей грацией, наверное. У нас 3 девочки 17-летних. Да, мы самые юные среди всех. Вот скажи, пожалуйста, вот вопрос, который всех интересует. Между вами есть, скажем так, соперничество или вы все подружки? Вот знаете, я когда пришла на этот конкурс, я была готова ко всему. Я была готова и к каким-то жестким мерам среди девочек. Но нет, мы все очень дружные. И у нас в коллективе максимально располагающая обстановка. Вот скажи, пожалуйста, у вас будет очень много выходов. Вот какой для тебя самый сложный? Какой ты больше всего боишься? Я не боюсь ни один из выходов, потому что я в себе уверена. Я, наоборот, их с предвкушением жду и жду финала. Вот скажи, пожалуйста, ты и учишься, и работаешь, вот ежедневные тренировки, репетиции тебя не отвлекают от твоих обязанностей, скажем так? Честно, у нас осталось всего лишь 2 недели, поэтому нам пришлось взять перерыв. Нас все поняли, с девочками, те, кто работает, учатся, все уже взяли перерыв, так сказать, на 2 недели, чтобы так хорошо подготовиться. Вот скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос. Есть такое мнение и у моделей, и у участниц различных конкурсов, что перед финалом девушки не едят несколько дней. Вы себя будете так истязать? Нет, вы что? Нас очень хорошо кормят на самом деле. Знаете, нам еще... Нас кормят, например, в вилле, нам дали такой салат. Сначала первое блюдо мы думали, ой, ну трава, все, листья, пошло. На этом, наверное, все. Потом начали уже приносить разные блюда, они все такие насыщенные, но полезные. Поэтому, да, правильное питание. Голодом вас не морят? Нет, вы что, нет, конечно. Ну, не могу не спросить про этапы конкурса. Какой больше всего ты ожидаешь? В каком ты конкурсе предстанешь во всей красе? Ой, во всей красе очень хочу выйти на вечернем платье, вот показать все свои достоинства. Да, у меня будет очень красивое платье, мои подруги, да. Юлия, ну и напомню, что финал конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия 2020» состоится 24 января в Центре спортивной подготовки «Триумф». Я также хочу отметить, что в финале выступит народный артист России Валерий Меладзе, поэтому это будет такая двойная порция удовольствия. Пропустить такое, ну, просто нельзя. Ну и в завершении мы, конечно же, пожелаем всем этим красавицам удачи. И на этой минуте у меня, Юлия, пока все. Спасибо, Настя. Я напомню, это была наш корреспондент Анастасия Кобзева. Ну а теперь о погоде в крупных городах нашей республики. В Алдане малооблачно, температура воздуха минус 18 градусов, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Ожидается небольшой снег. Минус 21 и ясно в Ленске, без осадков, ветер 1 метр в секунду. Днем ожидается столбик термометра поднимется до минус 19, ожидаются осадки в виде снега. В Мирном малооблачно, 23 градуса ниже нуля, скорость ветра 2 метра в секунду. В течение дня переменная облачность без осадков. 23 градуса со знаком минус за окнами нерюнгринцев. Ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. Малооблачно, небольшой снег. В течение дня небо прояснится. В Якутске холоднее всего минус 32 градуса ниже нуля. Малооблачно и также снег. Ветер 2 метра в секунду.
Оставайтесь с нами, впереди еще много всего интересного.